Вітаю вас всех, друзья. Так. Сегодня 13 августа 2026 года. 18 часов 2 минуты. Не смотрите на часы. Секунду. Так. 18 часов 3 минуты по городу Джохару и, соответственно, 19 часов 3 минуты по Берлину. С вами снова я на канале Reality в YouTube и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. Не пишите информацию, которая может вас как-то идентифицировать. И не распространяйте ссылку на наш стрим, так как для вас это может быть небезопасным. Сегодняшний стрим называется «Это конец. ВСУ прорвали фронт. Освобождены сотни километров. Карта Б». Поговорим. Так, у меня, по-моему, что-то случилось. У меня все нормально. Нулись. Так. Ну и так, давайте я вам расскажу по поводу освобожденной территории. С начала 26 года Украина впервые за долгое время начала фиксировать чистый прирост территорий освобожденных на отдельных участках. Самое заметное Александровское направление, стык Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областей, примерно 60-километровая полоса фронта. 12 августа 2026 года президент Зеленский заявил, что с января по август ВСУ освободили 745 квадратных километров и 26 населенных пунктов. Среди них Березовая, Воскресенка, Грушевского, Зеленый Гай, Злогода, Калиновская, Мирная и так далее. Операцию проводили в два этапа: январь-май и май-август. В основном силами десантно-штурмовых войск. Зеленский назвал ее точной, как и планировали. Так, как меня видно, слышно, скажите. Сейчас, одну секунду. Так. Зеленский назвал ее точной, как и планировали. По украинским данным, российские потери на этом участке не менее 9,5 тысяч боевиков.
Ще одну секунду. И более 6600 боевиков ранены. Карты Deep State подтверждают возвращение контроля над значительной частью, около 19 населенных пунктов, но отмечают, что часть зоны остается серой, не полностью контролируется ни одной из сторон. В феврале 26 года впервые с 23 года освободили больше территорий, чем потеряли за месяц. Были локальные успехи и на других направлениях, в том числе в Днепропетровской области. Общая картина. Россия по-прежнему контролирует 19-20% международно признанной территории Украины, около 110-117 тысяч квадратных километров, 100% Крыма и Севастополя, почти всю Луганскую область, большую часть Донецка, включая Мариуполь, Донецк, Покровск, Торецк, Часов Яр и другие значительные части Запорожской, Херсонской левобережья, небольшие участки Харьковской и приграничные куски Сумской. Украина контролирует около 80%. Фронт в целом стабилизировался по сравнению с 25 годом. Российские темпы продвижения сильно упали, иногда до 1 квадратного километра в день в среднем. А Украина смогла провести локальные контрудары. Главные проблемы — мины, разрушенная инфраструктура, постоянные обстрелы прифронтовых зон. Разминирование займет годы. Идут программы восстановления жилья, дорог, энергетики с международной помощью. Налоговые льготы для бизнеса в зонах бывших и, возможно, боевых действий. Так, политический юридический статус. Все территории украинские. Россия их не признает отвоеванными и в переговорах, по данным Bloomberg на июль 26 года, уже не готова даже обсуждать возврат части оккупированных земель, предпочитая буферные зоны. Ситуация динамичная, крупных прорывов в стиле 2022 года сейчас нет, война позиционная с акцентом на дроны, артиллерию и локальные операции. Освобожденные в 2022 году территории в целом стабильно украинские, а новые 2026 года это в основном тактические успехи на юге-востоке, которые еще предстоит закрепить. Слава Украине, могу сказать. Вот такие вот дела, друзья. Россия несет колоссальные потери. Мне казалось, что я знаю русский народ, в основном большая часть русских живет на России. И мне казалось, что я их к определенной степени знаю. И если их довести до какого-то состояния, да, они, конечно, не такие вспыльчивые, как, например, кавказцы. Но если их довести, они дают отпор, они готовы там драться, иногда до смерти, ну или около смерти. Но сейчас я смотрю на это и удивляюсь. Вот неужели настолько российский народ потерял в себя веру, потерял вообще уважение к самому себе? Просто идет уничтожение, утилизация российских мужчин. И это делает ФСБ, это делает Путин, которого 26-27 лет уже на своем горбу выкармливают россияне. И мне казалось, просто можно заявить, выйти, просто вот убивают же, каждый день убивают. Да, деньги платят, да, там как бы мобилизация хитрая проводится, очень хитрая, такая, знаете, медленно обволакивающая, такая, вроде бы никто не напрягается и так далее. И по телевизору днем и ночью рассказывают, какие-то фашисты придут, нацисты придут и так далее. Русские вам рассказывали о том, что вот чеченцы все террористы и так далее, и так далее. И что вот они вас взрывают, убивают и так далее. На самом деле вас ваше ФСБ взрывало, и вы это все прекрасно знаете. Вы знаете, что ваше ФСБ вас расстреливало в 30-х годах, в 40-х. Вы знаете, как относится это КГБ к вам в целом.
Вы знаете, что фактически они оккупанты, вы уже прямо на телевидении об этом даже говорите. Да, вы, конечно, не смеете на Путина самого говорить, но как бы намекаете, некоторые самые дерзкие, самые умные осмеливаются что-то сказать. Ну сколько можно вот так погибать, россияне? Ну сколько? За что? Просто объясните мне. Ну за 5 миллионов, которые вам платят, 50 тысяч долларов, это 50 тысяч евро. За 50 тысяч евро идти убивать братьев, как вы их называете. Потом столько уже людей погибло, столько уже инвалидов. И вас оттуда никто не собирается вытаскивать. Наоборот, всех туда пошел, будут утилизировать. Вы видите, что украинцы не отступают и никогда не отступят. И в какой-то степени мы все же служили в советской армии, все же знают, что украинцы это очень упертые ребята и очень умные ребята, между прочим. И сейчас на их земле, на их территорию, которую вы 30 лет говорили, что это их территория, а потом резко взбрело в голову, да, сколько, 25 лет, 24 года, с 91 года говорили, что их территория, а потом резко вы что-то полюбили Крым, который вы никогда не вспоминали. И сейчас вы убиваете просто людей, которые хотят, причем русских тоже. Там огромное количество русских, просто этнически русских. Не говоря уже о том, что много украинцев русскоязычные. И они не видели в вас врагов, в вас, в вашем лице врагов. Я много общался с украинцами и еще до начала войны. И когда я говорил, что вот на вас тоже нападут, они мне говорили, нет, не нападут. Мы там, религия одна у нас, там смешанные браки, там туда-сюда. Они вам верили. Верили до последнего, пока вы их бомбами не закидали. А вы как воюете? Бомбите мирных, бомбите города. Не так, как в Чечне, конечно, это нужно признать. Потому что, ну, то, что вы делали у нас, это, конечно, геноцид сплошной был. И чего добились тогда? Вот смотрите, русские, просто вот без всякой вот этой мишуры пропагандистской, просто так, давайте обсудим. Вас, ваше ФСБ, это до взрывов домов в 99 году, вот мост через Яузу тогда электричку взорвал, ФСБшник подорвался, когда закладывал. Это все открытая информация, вы можете ее проверить, это сами следственные органы говорят, российские. Троллейбусы, автобусы, все вешали на нас, потом напали на нас, повоевали, убили огромное количество людей, и своих там этих бандитов положили, и еще наших мирных, гражданских, военных убили. Вывели войска. Потом нужен был повод, нужно было разделить. Чеченский народ был един. Вы же это все видели сами, русские. Объективно просто посмотреть, без пропаганды, без вот этого всего. Вывели войска для того, чтобы стравить. Туда нам религиозный вот этот экстремизм ввели под разным соусом. И не только вы, как выясняется, русские этим занимались. Ну, и другие этим занимались. И потом мы простой народ. Я как представитель народа. Я никакой политики, никакое место не занимал. Я обычный человек. Такой же, как все, как 99% чеченцев. И в итоге получилось, что в Чабан-Махи, в Дагестане, вы дали там, построить шариат, так называемый. Просто там водка не продавалась. Весь шариат. Там жили мусульмане, как и жили. Чабан-Махи, это ваша территория, Россия. Степашин, Ельцин говорили, что очень отлично все. Бородачи, симпатичные товарищи, там у нас свобода вероисповедания, пусть как хотят молятся и так далее. А потом начали их убивать. Для того, чтобы заманить туда чеченцев, для того, чтобы чеченцы пришли и сказать, что чеченцы напали на ядерную державу. Представьте себе, мы не могли нарадоваться, что вы ушли с нашей территории, а теперь мы, оказывается, еще на вас напали. Хотя вы напали за 20 дней до того, как Басаев пошел с добровольцами. Это была не регулярная чеченская армия, не представители официальных структур чеченских. Это были рядовые граждане. То есть казуса белли, повода к войне не было. Как не было повода, когда Гиркин пошел, бывший ФСБшник, сложил себя якобы полномочия, пошел и
Крым, Донецк, Луганск, туда они заходили. Они тоже заходили и были добровольцами, это не было казусом белли, да, и не было и повода, так сказать, обвинить Россию в нападении. Ну, пошли добровольцы и пошли. Причем, когда Басаев пошел, он только спасать пошел, потому что ваши спецслужбы, подготавливаясь вот к этой ситуации, вынудили Басаева заключить договор. А мы, кавказцы, братья, дагестанцы, многие дагестанские народы, другие народы, которые живут. Мы тысячи лет живем на этом Кавказе. Вот с момента Ноева ковчега мы там живем уже 6 тысяч, больше 6 тысяч лет мы там живем. Конечно, мы друг другу поможем. Особенно, когда вы убиваете просто невинных женщин, детей, стариков. И нужно было заманить чеченцев, Махачкалу там пробить, дойти до Махачкалы, там повоевать. Такие вот нарративы вбрасывались. Ваши агенты Удугов и Закаев призывали еще, подбивали это все. Вот эту всю вот эту систему нагоняли. Ваши российские агенты, которые нанесли колоссальный вред. И мы их осуждаем. Мы прямо об этом говорим. Тот, кто работает против народа, об этом нужно знать всем. И вы должны это знать, русские. Затем, когда Басаев не пошел на Махачкалу со своими добровольцами, а пробил коридор и вывел женщин и детей и вернулся обратно в Ичкерию, тогда задействован был план «Б». План А не удался, чтобы показать, что вот чеченцы там напали, в Махачкале воюют и так далее. А где-то там в горах на границе с Ичкерией подошли, вывели женщин, детей и ушли фактически. Да, там кто-то воевал. Это через 20 дней, когда вы первые напали. То есть 17 августа уже Россия напала. А он только 17 июля, извиняюсь, 17 июля, 6 августа только он пошел вот эту проводить операцию спасательную. И потом взрывы домов. Ну, вы же все это знаете. Вот объективно, русские практически, ну, все, кроме идиотов клинических, все знают, что нам это невыгодно. Даже нужно же, наверное, думать сперва, кому это выгодно. Кому выгодно? Чеченцам выгодно, которые просто колоссальный урон понесли, зализывали раны, восстанавливать пытались свою республику, оплакивали убитых и в это время взрывать ваши дома жилыми, просто гражданским населением. Причем, знаете, какие дома взрывали? Самое интересное. Самые бедные районы выбирались. Самые бедные, которые не смогут адвокатов нанять, пойти в международные суды, доказывать. Почему за 2 года до этого и потом еще 2 года межвоенное, 3 почти года межвоенное время, вот за эти 5 лет ни разу чеченцы не взрывали ваши дома? Почему, когда вы бомбили наш Грозный, тогда еще Грозный, мы не взрывали ваши дома? А почему, когда вы вывели войска, когда уже вроде бы мы просим у всего мирового сообщества признать нас, помочь нас, мы идем взрываем ваши дома? Это же обман. Это большой обман, это провокация. Это сделала ФСБ, это сделал Патрушев. В Рязани был с поличными задержан. Уже после это был 5-й взрыв. Первый в Буйнакске, в Дагестане. Кстати, взорвали российских военнослужащих. Понимаете? Буйнакске. Где дагестанские, российские военнослужащие, чьи семьи взорвали тогда? А? Ладно, вначале подумали, что это чеченцы, там какие-то там исламисты, еще кто-то там сделал, кавказские какие-нибудь. Но потом, когда в Рязани уже задержали 3 человек, один очень похожий на Гиркина, другой на Бородая очень сильно похож. Вы можете себе представить? А Гиркин прямо говорит, я поджег фитиль войны. То есть это профессиональный провокатор. Также он поджигал войну в Украине и там же был задержан в Рязани. 2 мужчин и 1 женщина. Просто это же очевидные, просто 100% проверенные, доказанные вещи. Да, суда не было еще. Ну и Литвиненко, ФСБшник, который сбежал на Запад и потом был убит. И там, ну, много разных депутаты были, которых тоже убили. Всю комиссию создали. Ну, вы русские, вы же чуть-чуть должно быть внутри хоть что-то. Вас же тоже могут взорвать. Понимаете?
И вы идете, и никому не нужно, самое интересное, никому, вот то, что я сейчас вам говорю, на Западе не нужно, ни на России не нужно, чтобы война останавливалась. Не нужно, чтобы вы поняли и свергли этого Путина. Потому что здесь на Западе не хотят разделения России, развала России. Они боятся этого. Мы просто возмущены этим, что они боятся и не хотят этого. Им плевать на нас. Этот Запад, лицемерный Запад, показал, как ему плевать на права человека, на демократию, на свободу и так далее. Когда уничтожали первозданную демократию на этой земле, Чеченскую республику Ичкерия, этот Запад финансировал Ельцина, а потом Путина. Понимаете? Я про народ, не про спецслужбы, не про армию говорю, которая на самом деле уже ничего из себя не представляет. Ни в силе, ни в чести. Может, никогда и не представляла в чести, по крайней мере. Просто вот нужно задуматься над этими вещами. Ну вот утилизируют народ, убивают. Ну, хотите вы идти, вы погибаете. Ну, разбейтесь об стену тогда. Не убивайте невинных украинцев. И украинцев, и русских, и крымских татар, и многих-многих других, кого вы там убиваете. Вот почему вам миллион, уже больше миллиона убитыми и ранеными у вас, почему вам не потерять этот миллион, да, если так грубо сказать, и пойдя на Кремль, на ФСБ, на Лубянку. Главное Лубянка. Главное вот туда нужно. Все архивы рассекретить нужно. А у вас вот, не знаю, просто нет слов просто. Без комментариев, так сказать. Да? Салам, Машволь, валейк салам, всех, друзья, приветствую. Так, давайте, валейк салам, Шамиль, всех, друзья, приветствую. Так, подождите, тут, как обычно, набежали, короче. Ужас просто. Вы мне тут уже все заполонили. Ну, будем сейчас читать комментарии. Также всех, кто в ТикТок, тоже сегодня у нас особенно много, я смотрю, людей в ТикТок. Так. Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Нам все равно с кем воевать. Ну, тебе точно все равно, потому что ты не воюешь. Мадеровка, приветствую. Утверждение Путина и Гитлера о защите соотечественника и освобождении земель похожи, так как оба лидера использовали одинаковые пропагандистские приемы для оправдания территориальной экспансии и агрессивной войны. Да, я тоже не верила, говорит Галина Вербицкая, что Россия нападет. Да, Галина, это еще в 2014 году я располагал информацией, потому что туда возилось оружие, переделки, там пистолеты, Стечкина, вот эти травматические переделывались и возили. Совершали заказные убийства, этим занималась ГРУ, ну то есть военные. И в этом принимали участие некоторые чеченцы. И я по этому каналу узнал, что вот у вас там что-то, это 14 год еще. Нет, не 14, это 13 год. За год до 14 года это началось. Гоблин звали, я помню, там рассказывали Гоблин, а потом он стал вот этим главой Аксенов оказался, этот Гоблин. Бандит он был. Тоже мокрухами занимался, заказными убийствами занимался человек. Ну, всем занимался. И вот они набирали людей, кто будет мочить, убивать там и так далее. Ну, как и принято, да. И в итоге было понятно, что что-то готовится. И я писал в интернете, и такой Zello, по-моему, называлась. Это такая программа, как по рации тогда разговаривали. И я тогда говорил, что на вас нападут украинцы. И мне украинцы говорили, один украинец очень не верил в то, что я говорил. Говорит, нет, это невозможно.
Я говорю, ну на нас тоже напали. Нет, мы православные, мы там язык, культура, браки смежные, много очень. Я говорю, мы тоже советские люди, вчерашние, мы тоже не верили, что на нас нападут. И за что на нас нападать? За то, что мы все провозгласили демократию и хотим жить свободно? Так это все, вот Советский Союз развалился, все, берите и пользуйтесь своим правом на свободу и независимость. Ну вот то получилось, что получилось. Так, что у нас случилось? С ТикТока нас полностью вычеркнули, да? Сейчас, одну секунду, друзья. У нас что-то произошло. Да, что-то с ТикТок, видимо, может обновление. Так, пока ТикТок мы не можем смотреть, к сожалению. Давайте я перемотаю. Комментариев очень много вы пишете, я думаю. Всем салам из Узбекистана, когда недоимперия развалится. Алейк салам, Бек. А что Узбекистан делает для того, чтобы недоимперия развалилась? Вы помогаете? Грузия тоже православная. На нас нападали в 2008 и 1991. Да, тут это религия, там этническая близость. Это ничего не... Сейчас, секунду. Ай. Так, возобновилась. Возобновилась трансляция, друзья. Приношу извинения за сбои. Обновление пошло. Так, о чем мы тут говорили? Пойдемте дальше. Война продлится еще 10 лет после того, как Путин отсидит свой последний срок. Ну, Дмитрий, я думаю, что война продлится до 27-28 года. 27-28 года. Посмотрим. Я не думаю, что Россия еще 10 лет сможет справляться. Просто произойдут изменения, и власть просто на России может смениться. Может быть, просто из нее сделать Северную Корею. Просто закроются. Сейчас Запад усиленно пытается закрыться. Россия совершает диверсии, теракты против Германии. Ну, вот такая вот ведется мощная работа Россией. Так. Так. Украина капитулирует и повернет в состав России. Ну, это, конечно, вы на это рассчитывали бы. Вы, наверное, этого очень сильно хотели бы, чтобы Украина капитулировала, сдалась и так далее. Но, как вы видите, в Украину вкладываются огромные деньги. Украина является сегодня, наверное, самой сильной армией в мире. Просто
без преувеличения, потому что были недавно учения, и украинцы, и американцы, американская военная техника, танки, они схлестнулись. Ну, на учениях, конечно же. И украинцы выбивали танки, БТРы американские только так. И поэтому, если так посудить, сегодняшняя украинская армия, и она уже, ну, как бы, ее одолеть намного будет, скажем так, сложнее, чем это было в 15-м, ну, в 15 году. Фактически армии не было, чем в 22 году, да, ее одолеть. А что вы смогли сделать в 22 году, мы тоже все прекрасно видели. Поэтому все это чушь собачья. Вы обманываете себя. Вы обманываете себя и обманываете россиян. А люди гибнут, понимаете? Вам достаточно просто не отдельным смельчакам, которых сгнобят в тюрьмах, сгноят в тюрьмах, понимаете? А нужно всему народу понять просто чтобы понять, вас утилизируют. Еще раз, если вам себя не жалко, если вам своих соплеменников, сородичей не жалко, то, ну, это, к сожалению, ваше дело. Убивайтесь об стену тогда. Ну, просто вы же людей убиваете. Понимаете? Во всем мире русский уже считается уже все нерукопожатным. Везде вам не рады просто. Ну, зачем так доводить? И то, и так у вас была репутация не очень. И еще хуже сейчас делается. А как будущее поколение? Ну, ладно, поколение, ладно, на Запад вы не сможете. Вас загоняют просто в Северную Корею. Вы будете ходить, вы и так, в принципе, ходите, уже маршируете, там, Путин и так далее. Но сейчас вам это такая лайтс-версия, там, как бы, хитро все делается, гибридно все делается. А завтра просто будете просто плакать, как когда умер Сталин, или когда он в Северной Корее, там, когда приходят, все флажочками машут, там, плачут, хотят прикоснуться к великому Путину и так далее. Ну, посмотрите, вы самая богатая страна в мире. Я понимаю, русский народ разобщен. Над этим очень сильно работали. Вот сейчас над нами очень сильно в этом направлении работают. Но и здесь есть, в Европе есть костяк, там в России есть костяк умных, думающих россиян, русских. Ну, почему бы не как-то не собраться? Не все вот эти, вот посмотрите вот на всю, которую вас представляет так называемая оппозиция, я к думающим русским россиянам обращаюсь. Посмотрите, Ходорковский, Каспаровы, Яшины, Машины, какие-то там, вот это что это такое? Ну просто посмотрите, просто берут и, ну, знаете, симулякры, которые не дают нормальным русским, нормальным россиянам о себе заявить. И мы, чеченцы, свободные чеченцы, которые первыми поднялись против этой империи, которые первыми дали отпор. И за вас, русских, мы тоже дрались. Русские, вы этого не поняли. Да? За вашу свободу дрались. Если бы тогда нам удалось бы деоккупировать свою страну, не дать, не проиграть, да, не дать оккупировать свою страну, то тогда бы у вас внутри изменения пошли бы. Вы бы получили бы реальные выборы, реально честные демократические выборы, свою власть получили бы, чтобы пришел человек к власти, и он думал бы о вас, о тех своих избирателях, а не тех, кто его туда назначает, то есть КГБ. Понимаете? Пока с КГБ не будет решен вопрос, Россия не освободится. Я не знаю, как это вам сделать, но что-то нужно делать. Вас просто уничтожают. Если вы просто этот миллион, который пошел туда, в Украину погибать, 1,5 миллиона убитыми, ранеными, сели бы на Красную площадь, никого убивать не надо было. Просто сели бы и сидели бы там. И все, и вы были бы, у вас, посмотрите, все ваши богатства, все богатства Советского Союза принадлежат кучке людей. Понимаете? И за то, чтобы им на Запад можно было вывозить, они здесь на Западе отстегивают им доляну. Это же простые вещи. Почему вы этого не понимаете? За что вот так вы гибнете?
Российская армия тоже получила огромный опыт. Запад все делает руками украинцев. Проблема в западном мире. Нет, проблема в вашем ФСБ. Просто вам это страшно, находясь на России, признать. Понимаешь? И все. Украинцы сами сделали свой выбор. Их же никто не заставлял бороться, не сдаваться вам и так далее. Вышли и сражают за свою свободу. Поэтому ваш огромный опыт, знаешь, ваш самый большой опыт и ваша самая большая смекалка, не знаю, навык ваш самый большой, это мясные штурмы. Понимаешь? Ваш опыт приобретают вот эти командиры, которые посылают вот этих людей просто на смерть. А те, кто идут там, фактически не выживают. Фактически не выживают. Да, командиры умеют организовывать. Так вот, если сейчас будет всеобщая массовая мобилизация, то уже есть командиры, которые умеют организовывать и без сожаления отправлять просто в огонь, просто людей туда отправлять. Как это было всегда на России. Вот все, что вы умеете. Весь ваш опыт это просто мясной штурм. Больше ничего не умеете. А сегодня технологии на стороне Украины, Запад на стороне Украины. Весь мир, весь цивилизованный мир, весь думающий мир на стороне Украины. Да, есть ваши пособники, и здесь на Западе есть, и в Украине есть. Но по большей части, конечно же, никаких шансов у вас победить нет. Просто будете гибнуть. Здесь ты предлагаешь то, что не получилось ни у одного народа. Что именно? Восстать против узурпаторов? Восстать против ФСБ? Ну почему же не получалось? Получалось. Только это вооруженным путем получалось. Мирным путем практически это не получится. Но если бы тогда, да и сейчас просто могли бы встать, просто развернуться. Ну, знаете, для того, чтобы встать и развернуться, тоже нужно понимать. Вам тоже не дают, это нужно понимать. Вот герой Пригожин для вас, это провокатор, это козел-провокатор. И я думаю, он жив. Я думаю, его не убили. Это профессиональный провокатор Пригожин. Так вот, когда уже не справлялись, и внутри армии началось брожение, что а за что мы воюем? За что? Зачем мы вот влезли, не получился вот этот быстрый марш-бросок до Киева. И ну, все, завязли. Надо останавливаться. Ну за что просто гибнуть? Ну об стену биться головой. Ну это же глупо. И вот тогда Пригожин появился. И ему, этому Пригожину, помогал Кирилл Буданов. Понимаете? Помогал, я имею в виду, информационно его говорил, что это реально какой-то, ну может и помогал. Ну, по крайней мере, прямо он заявил, что да, это настоящий был поход Пригожина там и так далее. Но поход Пригожина был до Ростова. Понимаете? А Путин в Москве сидит. Причем он требовал не смены Путина, а снаряды он требовал. Понимаете? Снаряды требовал, чтобы еще больше воевать. И в итоге получилась вся верхушка, которая просто одним звонком даже Пригожину позвонила и поддержала. Да? Ну, все, надоело, звонит какой-нибудь офицер русский Пригожин, говорит, все, Евгений, мы с тобой, туда-сюда, ты красавчик, давай мы тебя поддержим. Комментарий просто написать под его видео. Все, мы тебя поддерживаем. Все, ФСБ вычисляет, всех зачистили. Понимаете, никто не хочет, чтобы эта война остановилась. Понимаете? А остановиться она может только в случае, если либо вы победите, что невозможно. Просто на 99,99% это невозможно. Либо украинцы вас побьют. Это нужно время, это колоссальные потери и ваши, и их. Либо вы просто останавливаетесь и говорите, а за что мы воюем? За что? Понимаете? Слава Украине, привет. Виталий, пожалуйста, будьте осторожны. Героям слава, будьте осторожны.
за это могут посадить. А как же уничтожить мир в ядерном огне? Это же очевидный четвертый вариант. Не, Владимир Кулик. Дело в том, что да, это четвертый вариант, и я с этим согласен. Я тоже долгое время допускал, что вы, да, нанесете удар. Я думал, что реально Путин, он восстал против Запада, что он как бы был их марионеткой, как об этом там Федоров рассказывает. Я тоже верил в эти сказки. И знаешь, потом я пришел к умозаключению, что нет, не ударит, не ударит атомной бомбы. Путин не восстал против Запада. Путин попробовал восстать против Запада. И когда понял, что Запад помогает Украине, что украинцы не сдаются, он начал сдавать все, чтобы сохранить ФСБ и свою шкуру. Понимаете? Систему ФСБ. Он еще 10 миллионов вас положит, россиян. 10 миллионов положит. Не задумываясь. Абсолютно ему. Вот смотрите на его морду. Посмотрите. Он сидит и рассказывает. Говорит, если война закончится, ему кто-то сказал, ну там может быть понравится хотели. Может вообще он сам выдумал эту фразу. Что какая-то там женщина или кто-то сказал, что если война закончится, что же мы будем делать? Потому что уже все погрузились в эту войну. Я думаю, может, он сам выдумал, да, могла кто-то ляпнуть, да, какая недалекая. И его вот что зацепило, что же мы будем делать? Потому что остановка войны, это для него разбор полетов. Разбор полетов очень-очень не в его пользу будет, понимаете, не в пользу ФСБ будет. Причем и среди военных у вас там ФСБшников, потому что коррупция это часть России была, и за это всех на крючок подсадили. На кого-то уголовные дела, там быстренько-быстренько всех пересажают. Вот как Иванова, там вашего, когда этот Пригожин, провокатор, спровоцировал. И потом, кто с ним был, этот лысый, как его, Вагнер, как же его фамилия. Ну вот Вагнер в честь него, по-моему, там, или он ее назвал, эту организацию, террористическую, эту банду. Так вот, его убили. Он наивный верил, видимо. А вот Пригожина я не думаю, что убили. Хотя вначале казалось, что да, его убили. Думал, что он не за них. На самом деле это все одна система. И возвращаясь к ядерному удару, давайте тогда задумаемся. Ну, нанесет по Украине, да, или по Европе ядерный удар Путин. Так сразу же обратно прилетит. Тогда уже перелетит через российские вот эти бандформирования, которые воюют в Украине, и полетит на Кремль. А это ему не нужно. Вот в чем весь фокус. Да, есть ядерное оружие. И это ядерное оружие очень хороший такой, знаете, дежурка такая. Дежурная для торговли. Здесь на Западе это всех устраивает. Я не думаю, что на Западе боятся ядерного оружия. Понимаете? Например, ядерной вот этой вот всей отраслью занимался Кириенко. Кириенко сейчас в администрации Путина заседает. Кириенко тот, кто приводил Путина, да, представлял его ФСБшникам, приводил его к власти. Ну, там, тогда, помните, киндер-сюрприз, откуда ни возьми, взявшийся. Так вот, вот ядерное оружие, если оно еще существует в России, оно не будет применено. Даже если оно существует. Я думаю, его даже не существует. Может быть, его даже не существует. В том смысле, что оно можно его применить. Понимаете, да, есть ядерные там отходы, разные там радиационные какие-нибудь там вещества, ну, как бомбы, да, грязную бомбу, теракт можно сделать, там, Ирану отдать можно, еще что-то, да, много чего может ФСБ сделать. Но применить от своего имени они никогда не посмеют, потому что сразу же по ним прилетит, понимаете? Сразу же. А им нужно, чтобы украинцы выдохлись. А как они выдохнутся? Только убивая, только погибая. Вот нужно как можно убить больше украинцев, чтобы они сказали, все, мы готовы договариваться. Понимаете? А с вашей стороны тоже вот народ просто будет гибнуть. А украинцы не будут с вами договариваться. Они слишком много заплатили уже, чтобы отступать. И у них слишком все хорошо.
относительно, если исходить из того, что идет война мощная, и столько у них людей гибнет. Вот какая ситуация. Вот какая ситуация. Сейчас технологии, все на стороне Украины. И здесь, на Западе, да, есть люди, которые хотели, чтобы война закончилась. Ну, давайте я одно видео послушать. Просто очень... Оно в начале, перед этим моим стримом, как заставка было это видео. Сейчас, если я его найду. Вот, смотрите. Сейчас, где-то звук. В Соединенных Штатах сократилось на... Сейчас, я звук добавлю. Это госсекретарь США Марко Рубио выступает 14 июля 2026 года в Государственном департаменте в Вашингтоне. И вот что он заявляет. Послушайте просто. Количество джихадистских атак и заговоров в Соединенных Штатах сократилось на 2/3 с момента пика ИГИЛ. С момента пика ИГИЛ на 2/3 сократилось. Обратите внимание. Момент пик это где-то, когда это 15, 16, 17 года был пик ИГИЛ. Наверное, так. 18 год, может быть. Число людей, погибших от джихадистского терроризма в Европе, сократилось примерно на 97% с 2015 по 2024 год. С 2015 по 2024 год атак с 2015, обратите внимание, знакомая вам цифра, да, 2015, это тогда, когда уже вы напали на Украину. На 97% джихадистских атак сократилось. Это о чем говорит? Другими словами, в значительной степени наша контртеррористическая стратегия сработала. Угроза не исчезла. Конечно, она будет продолжать существовать, особенно до тех пор, пока мы терпим иммиграционные системы, которые напрямую ввозят эти угрозы в наши страны. Но эта угроза значительно уменьшилась. Благодаря этому мир сегодня выглядит совсем иначе. Количество джихадистских атак... Обратите внимание, что на 97% джихадистских, так называемых джихадистских атак, а я считаю, за этим стоят ФСБ и ГРУ, которые запускают этих людей, оболванивают, запускают, огромная такая машина работает по оболваниванию людей и запуску вот этих смертников там, и разных там одиночек, которых используют, которые просто там погибают, убивая людей, там, машиной убивая людей, там, или там, расстреливая людей. И за этот период на 2/3 упало в Америке, обратите внимание, эти нападения, и 97%, 97% в Европе упало. Это совпадение? Вот я не думаю. Когда развалился Советский Союз, красный террор, Красный Октябрь, там палестинские вот эти большевики, все куда-то резко исчезли и быстро перекрасились в зеленый цвет. И причем лозунги те же самые. Те хотели на весь мир там коммунизм распространить, а эти решили на весь мир ислам распространить. Причем радикальную форму этого ислама огнем и мечом навязывать. И это, кстати говоря, очень удобно. Потому что ты сам не страдаешь, ты же не мусульманин, но вот мусульмане страдают. Ты же не коммунист, коммунистов уже нет, ты же демократ уже, да, как бы демократ, сидишь в Кремле на Лубянке, и у тебя все нормально. И вот происходит такая вот интересное изменение происходит. Яблоко сняли, чтобы дискредитировать Путина перед миром по такой завуалированной, это такой завуалированный протест судей. Киртуга, знаешь, мне кажется, что яблоко это плоть от ФСБ, это от этого учреждения.
Не думайте, что там есть какие-то свободные политики и так далее. Нет, никаких нет. И когда был геноцид чеченского народа, да, есть какие-то такие мягкие формы имперцы, а есть очень грубые формы имперцы. И вот яблоко представляет вот такой форму. Да, там среди них, конечно же, есть нормальные люди, и некоторые сидят из яблока, да, их преследуют, сажают и так далее. Но сама по себе система, она, вот эта партия, она системная партия. Да, ее задвигают, потому что ну, она беззубая, там, они не хотят много на себя брать, там тоже аккуратничают, поэтому их просто отодвигают. Но они не говорят как есть. Надо же изначально говорить, а сегодня вспоминать, вот, напали, сейчас наши парни гибнут. А где же была яблоко тогда все это время? Хотя, опять же, там есть, были, по крайней мере, достойные люди, и к Явлинскому я относился всегда неплохо, скажем так. Поэтому нет, это все чушь. Нужны свободные, нормальные русские, понимаете, которые не имеют никакого отношения. Так, давайте посмотрим. Отходы у России всегда. Да, да. Так. Рашистам запретили YouTube, что вы тут делаете, говорит, no Welzy. Знаете, что они тут делают? Они на работе. Их задача вот забивать эфир и не давать мне вести эфир. Вот вся их работа. Так, а сам вы думаете, переходить в будущем и жить в англоязычной среде, или вам русскоязычная больше устраивает? Я бы с удовольствием жил бы в англоязычной среде, если честно. Так-то я бы хотел бы, конечно, вернуться в Ичкерию, но я бы с удовольствием жил бы в англоязычной среде, потому что немецкий мне плохо дается, английский я немножко знаю. Было бы хорошо жить где-нибудь в Англии, например. Ну, у меня здесь уже родители, много чего связывают с Германией. Привет из города Ганновер. И Слава Русне говорит, Алекс Бираз, почему бы тебе не поехать в свою родную Русню? Слава Русне в составе Китая. Ну да. Много троллей, не хочется писать комментарии, невозможно, так как их невозможно тебе увидеть. Да, кстати, этим они и занимаются как раз. Сейчас будем отключать их. Подождите, я сейчас отправлю за кораблем. Слава Украине, героям слава. Так, как у нас это тут делалось? Вот, все, больше вы не увидите. Все, закончились.
Закончились зрители троллятина. Так, давайте. На заводе боеприпасов под Римом произошел взрыв. Вот вам, смотрите, еще вам много интересного сейчас расскажу. Подозрительный предмет на путях в Баварии. Это намеренная провокация, сообщил Deutsche Welle по телефону в пресс-службе полиции Средней Франконии. Правоохранители полагают, что предмет оказался на путях не случайно, а именно с целью спровоцировать соответствующую полицейскую операцию. Хотя проведенная проверка опровергла подозрения на наличие взрывных веществ, железнодорожное движение оставалось перекрыто несколько часов, уточнили в управлении полиции Сергея Франкони. Средней Франкони. Ранее сообщалось, что спецподразделения с участием саперов проверят найденные у железнодорожных путей в баварском городе Тройхлинген подозрительный предмет. Его заметил технический сотрудник во время обхода. Так, еще вам новость. Это тоже от Deutsche Welle. В аннексированном Севастополе взрывом убит военный. По данным телеграм-канала МАШ, взрывное устройство могло находиться в урне возле скамейки. В момент происшествия мужчина вместе со знакомым поднимался по лестнице. От полученных травм он скончался на месте. Позднее ФСБ сообщили, что погибшим оказался военнослужащий Минобороны России. По информации ВЧК ГПУ, речь идет о капитане первого ранга Роберте Шагееве. Он служил в военно-морских силах Украины и командовал подводной лодкой «Запорожье». После аннексии Крыма в 2014 году перешел на службу в военно-морской флот РФ. Организация взрыва подозревается гражданка РФ 94 года рождения. Она задержана. Как утверждает ФСБ, женщина действовала по заданию спецслужб Украины. По данным МАШ, она якобы следила за передвижением погибшего незадолго до взрыва. Вот вам. И вот смотрите, потом не говорите, что я не говорил. МИД Японии резко раскритиковал визит Путина на Курилы, северные территории, в том числе Итуруп, являются как исторически, так и соответственно международным правом неотъемлемой частью японской территории. И правительство Японии решительно протестует против этого визита, заявил глава МИД Японии Тосимицу Мотеги. То есть Путин за 27 почти лет своего нахождения у власти в Кремле в первый раз посетил Курилы. И это может говорить только лишь о том, что Курилы скоро будут сдавать. Как сдали Сирию, как сдали Армению, Нагорный Карабах, как известно, как сдали Венесуэлу, как сдали, все, что возможно, чтобы ФСБ сохранить. Теперь будут сдавать Курилы. Но для того, чтобы показать, что он не сдает, а борется, и народу нужно сейчас картинку, вот для этого он туда поехал. На правах гипотезы, пока об этом заявляю, я полагаю, что в ближайшее время либо какие-то боевые столкновения произойдут в этом, следующем году, в этом районе с японцами. Японцы очень сейчас сильно милитаризируются, готовятся очень серьезно. И, скорее всего, как и планировалось, Китай заберет часть, Курилы заберутся, а фашистская Россия будет Северной Кореей, будет закрываться, скидывать балласты, которые от них требуют, и закрываться у себя там где-то в Центральной России и создавать Северную Корею. И тоже хотелось бы здесь прочитать одну новость. Я не знаю, как к ней относиться. Но вот тоже Deutsche Welle на русском публикует: Кадыров не хочет отправлять чеченцев на войну, пишет The Economist. Несмотря на громкие заявления о том, что он поддерживает курс Верховного Главнокомандующего, президента Владимира Путина,
На деле Рамзан Кадыров избегает массовой отправки чеченцев на войну в Украине, сообщило издание. Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них, цитирует The Economist слова анонимного собеседника, близкого к руководству Чеченской Республики. В апреле Кадыров заявил, что в Чечне подготовлены к отправке на фронт более 70 тысяч военных. По данным The Economist, это 9% всего мужского населения республики. Ссылаясь на подсчеты онлайн-издания «Медиазона», издание напоминает, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину вплоть до 10 июля этого года были подтверждены смерти 539 чеченцев. Ну, на самом деле, погибших, без вести пропавших и раненых более 10 тысяч из Чеченской Республики Ичкерия, оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Но речь идет о подтвержденных, потому что там все закрыто за 7 печатями и так далее. Это 0,2% от общего числа российских потерь, при том, что на Чечню приходится 1% населения, аргументируют авторы. Ну, наверное, экономисту нужно, чтобы больше погибало. Я не знаю, насколько это правда. Я знаю точно, что в оккупированной, ну, давайте я дочитаю. После 2 жестоких войн, которые Россия вела в период с 1994 по 2009 годы против своей некогда неспокойной республики на Северном Кавказе, лишь немногие чеченцы готовы воевать на ее стороне. По данным The Economist, до сегодняшнего дня Кадырову удавалось не допускать принудительной мобилизации чеченцев на войну в Украине. Это позволило ему укрепить имидж отца нации, защищающий своих людей, говорится в публикации. Но я могу сказать то, что я не верю в эту информацию, которая здесь пишется. Я знаю, что люди отправляют, и некоторые из дома сообщают, что это даже хуже, чем когда была вот русско-чеченская война. Потому что тогда хотя бы можно было где-то спрятаться, вывести своих детей, а тут взрослых уже ты не можешь спрятать, потому что всех забирают там, и, короче говоря, ставят на учет, в военкомат и так далее, и так далее. Короче, ужас, ужас. Но если на самом деле это так, если Кадыров пытается хоть как-то сохранить, но это, я могу сказать, что это единственный положительный момент, если хоть толика правды, если хоть в нем хоть часть человечности в этом Кадырове есть. Чеченцы — это не наша война, и мы не должны в этой войне участвовать. Я призываю, это и не русских война, это война ФСБ, и большая геополитическая игра. И нам, чеченцам, в этом принимать участие не надо. И единственное, если хоть только правда есть, то на самом деле нужно признать, что это единственный способ Кадырову и его окружению остаться у власти. И чеченцы на некоторые вещи будут закрывать глаза, если реально он спасет часть чеченцев. Не бросать всех, как он говорит, хотя, наверное, это сейчас, какая-нибудь провокация, чтобы еще больше вреда нанести или, может быть, депортировать чеченцев. Потому что русские, ФСБ, КГБ люто ненавидят чеченцев, просто люто ненавидят. Поэтому я не вижу того, что здесь говорит экономист, реально то, что экономист. Но если это так, то это единственное положительное, что от Кадырова можно ожидать. Даже от него ожидать это невозможно было. Будем надеяться, что хоть одного чеченца он спасет. А то столько уже сделано, что он И еще новость. Германия пользуется относительно хорошей репутацией в значительной части арабского мира, но важным мировым игроком ее не считают, следует из результатов опроса фонда Конрада Аденауэра, близкого консервативной партии ХДС. По этим данным, лучше всего Германия относится в Сирии, 73% оценивают ее положительно. Хуже всего на палестинских территориях, 38%. При этом немецкая политика в этом регионе воспринимается прежде всего как связанная с экономическими интересами, а не ценностными.
Особые отношения Германии с Израилем относительно часто упоминаются как важный фактор на западном берегу реки Иордан 22% и в секторе Газа 15%, но в целом играют не самую значительную роль. Примечательно, что хотя отношение Германии в целом скорее положительно, она редко воспринимается как влиятельный игрок на мировой арене, говорится в исследовании. Похожим образом в арабском мире оценит и весь Евросоюз преимущественно позитивно, но как имеющий незначительное региональное влияние. На первых местах Саудовская Аравия, Катар и Турция. Ну, что можно сказать? Я могу подтвердить, к Германии очень хорошо относятся и в мусульманском мире. Я знаю, что все чеченцы, которые проживают и не только в Германии, ко всей Европе, где нас приняли, мы с большим уважением относимся к этим странам и хотели бы, чтобы впредь так и было. То есть, Господи, благослови Германию. Вот что я могу сказать. И Ичкерию. Так. Привет, дай Бог, дай Бог. Блин, у меня сейчас телефон взорвется просто. Так нагрелся. Так нагрелся. Одну секунду. Волнулся. Так. Потери Wildberries и продавцов могут составить до 800 миллиардов рублей, пишет российский Forbes со ссылкой на оценку аналитики исследовательского агентства Data Insight Сергея Семка. По его словам, восстановление поврежденной инфраструктуры и складов после атак украинских дронов будет стоить компании до 223 миллиардов рублей. В случае полного демонтажа, вывоза отходов, рекультивации территории страны Семко также полагает, что общие потери продавцов Marketplace составляют до 507,8 миллиарда рублей. Ранее с похожей оценкой выступал глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках России Маргарита Евстигнеева. Она заявила, что в результате атак по складам компании пострадало более 400 тысяч продавцов Wildberries. Общая сумма убытка с учетом упущенной выгоды может достигать 600-700 миллиардов рублей. Евстигнеева отдельно добавила, что у многих продавцов сгорело до 95% всего товара. В разговоре с Forbes аналитик Сергей Семко подчеркнул, что властям РФ вряд ли удастся в короткие сроки найти эффективные меры поддержки, которые устроили бы и продавцов Marketplace, и компанию Wildberries, играющую системообразующую роль в экономике России, контролируя около 45% рынка онлайн-торговли. Ну вот смотрите, это как раз, это колоссальные потери, что это плюс, но как раз это в ту же канву ложится, что Западу и никому не нужно останавливать войну. Почему не бьют по ФСБ? Почему не бьют по Лубянке? Почему не бьют по Кремлю? Просто задумайтесь. Просто утилизируется простое вот это бандформирование, которое посылается за миллионы, там, за 5 миллионов, за 3 миллиона, которые половина разворовывают и так далее, там, отцы-командиры. И вот уничтожается Wildberries. Есть Озон, есть Яндекс. А вот именно, знаете, может, конечно, казаться что угодно, но выглядит это как будто, может реально быть что угодно, но выглядит это, знаете, просто население России делают нищими. Бензина нет, это нет, и все. А у Путина есть, у военных есть бензин. И вот так, если посудить, и кто-то может рассчитывать, что русский народ так встанет. Наоборот, если у них не будет денег, если у них не будет бензина, да, не будет горизонтальных связей, то они не смогут просто объединяться, встречаться и так далее. И такой работы не ведется. Посмотрите, вот эти русские там добровольческий корпус, там кто там, какой-то там эти, там разные всякие.
Украине, которые воюют. Ну, якобы воюют там, они их там только так, ширма для прикрытия. Что они делают? Они реально где-нибудь кого-нибудь на России поднимают, да, чтобы кто-то делал. Да, может какую-то там диверсию сделать, где-то что-то там, что-то поджечь. Максимум, что их бойцы там делают, щитки там сжигают там где-то. Вот все, что мы слышали. А на самом деле нужно народ поднимать, народу нужно объяснять. А чтобы народ поднялся, это никому не нужно. И здесь на Западе, это я уже понял для себя. Понимаете, этот Запад не собирается Россию делать демократической. Ему абсолютно плевать, что с этой Россией будет. Понимаете? Ему главное вот закрыться, чтобы к ним сюда эти орки не лезли, не взрывали, не убивали и так далее. И потом найти, с кем можно так более-менее нормально договариваться. Вот все, что нужно. Понимаете? Вот и все. Просто уничтожается финансовая составляющая. Холопы все отлично, с Русни скоро не будет. Да. Правду говорил Джохар, да будут гореть российские города, если не опомнятся. Да. Почему Валберес, а не Озон или еще что-то? Ну, понятно, что это законная цель. Да, там моменты есть, конечно, что могут гражданские пострадать. Но если там реально, а там реальные продаются и формы, и бронежилеты, и все закупается на Валберес. И это является законной целью. То есть нарушения международного права, правил и законов и обычаев ведения войны нет. Ну, хорошо, а дальше? Дальше что? Вот и все. Сейчас мы проверим твою информацию, насколько она достоверная. Европа на 2025 год закупила у России на 14% больше газа, спрашивает тут FG. Сейчас мы проверим. Нет, это не соответствует действительности. По данным Европейской комиссии, аналитического центра Бруегель, 25 общий объем импорта российского газа из трубопровода сократился, а не вырос. Ключевые цифры за 2025 год. Общий объем на 2025 год. Общий объем российского газа снизился примерно на 30-31%, с 52 миллиардов кубических метров в 2024 году до 36-38 миллиардов в 2025 году. Доля России в общем импорте газа ЕС упала с 19% до 12-30%. С 1 января 2025 года полностью прекратился транзит через Украину. Остался только маршрут через Турцию, объем по которому немного выросли 7-8%. В основном проект Ямал действительно вырос, по данным оценкам на десятки процентов, в некоторых отчетах по Ямал до 70% на тоннажу. Именно рост СПГ иногда приводит как увеличение закупок. В отдельном месяце 25-26 года, например, июнь 26 зафиксирован рост импорта российского газа на 14% в этом году. Но это не относится ко всему 25 году и не общему объему газа. Ну, все-таки, значит, вырос, Украина прекратила, а Турция немножко подняла объем. По стоимости ЕС заплатила за российский газ в 2025 году около 13 миллиардов. Это на 13% меньше, чем в 2024 году. Европа в 2025 году купила меньше российского газа в целом, примерно на треть, хотя доля СПГ выросла и частично компенсировала падение трубопроводных поставок. Полный отказ российского газа ЕС планирует завершить к концу 2026-2027 года.
утверждение о росте на 14% относится либо только СПГ, либо к отдельным периодам странам, но не к общему импорту Европы за весь период. Ну, значит, все-таки торговля идет, так сказать. То есть правда есть в том, что ты говоришь. Это тоже на этом складывается. Вот нам такие громкие слова, а я смотрю по чеченскому вопросу. Что в Украине, что в Европе, по чеченскому вопросу как. И если они на самом деле были бы честными, они бы по-честному отнеслись бы к чеченскому вопросу. Верховная Рада признала Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной, то, что над нами совершен геноцид, признала. Кирилл Буданов, Зеленский, Ермак, кто там, Подоляка всякие, вот они все ведут себя так, как будто им никакая помощь не нужна, а нужно так, чтобы была имитация, чтобы была. Дальше Чайджби отвечает так, но газ все продолжает Европа покупать у России. Россия продает газ и нефть и через Азербайджан, Казахстан. Да. Да. Ну вот в это все укладывается, понимаете? Эта война очень странная, очень странная. Просто вот стравили, идет война, торгуют. Ну посмотрите, как себя ведет лидер демократического свободного мира Дональд Трамп. Посмотрите. Ну, лидер, скажем, в кавычках. Потому что Америка себя ведет так, как она себя, ну, по крайней мере, не должна так себя вести. Или статую свободы нужно убрать оттуда. Или же нужно как-то по-другому себя вести. А ведут, то чисто торговля идет. Торговля на крови. Да, циничен этот мир, всегда так было. Но тут настолько откровенно это делается. Хотя нужно признать, в этом случае Трамп намного честнее. Он прямо хотя бы это говорит. А здесь на Западе нам рассказывают, как они боятся Россию, как все страшно, как там это, третье, десятое. И здесь агентура работает против меня, лично вот на своем примере. И ее здесь не трогают. Понимаете? Вот и все. Вот и весь этот Запад, вся вот эта игра какая-то непонятная. Здесь крупные нефтяные компании, газовые компании, другие решают. Да вы немножко подождите. Подумаешь там национальные интересы, подумаешь там это, третье, десятое. Вот и понимай как хочешь, что здесь происходит. Кто здесь за кого. Самое лучшее такое движение, знаете, чтобы вами не пользовались, нужно быть бесполезным, есть такое выражение. Будьте бесполезным. Вот нужно просто перестать воевать россиянам, и все. И тогда никто не будет пользоваться. Украинцы вынуждены защищаться. Потому что если они перестанут, Украины не будет. А если перестанут русские, то не будет только Путина. И может быть в лучшем, в самом удачном варианте, с течением обстоятельств, ФСБ будет рассекречено, все архивы КГБшные и так далее. Хотя я думаю, они там уже все почистили, поуничтожали и так далее. Поэтому не знаю. По мне, бьют по нефтехранилищам искусственно, чтобы цены поднять на топливо на России. Ну, может быть и так, но не знаю. Ну, деньги зарабатывают. Они высасывают у населения, бьют, да, вот ударили по какому-то заводу. Но и они потом у населения просто собирают эти деньги. И все. Будет спровоцированный голод и, естественно, массовые беспорядки и множество захоронений. Да, Шамиль, ну знаешь, в чем беда, самая большая проблема? Когда россиян под ним доведут сперва, и доводят сейчас, да, сперва их убивают, все мужское население, которое готово или может держать оружие в руках, способно держать оружие в руках, их отправляют на войну, их утилизируют, убивают, в огромном количестве убивают. Внутри оставшихся запугивают еще больше, сажают, кто голос подаст. И делают нищими. Все полностью. Бензина нет, или дорогой бензин будет. Валберис уничтожен. То есть ты бизнесом заниматься, деньги зарабатывать не можешь. И, короче, благосостояние людей, и ты прав, до голода могут довести. Реально могут до голода довести. Хотя, например, для человека, у которого с финансами немножко проблемы, и сейчас он еще исхудали его там кошельки, то для него это уже голод. Да? В магазине может быть сколько угодно товара, если ты не можешь купить, это, то считай это голод. Или там, побираться там по мусоркам
и так далее. Но дело в том, что когда вот этот процесс, момент подойдет, не созревшие русские соберутся, а соберется, знаете, будет такая массовка, да, хаос будет, бардак будет, и в этот момент просто поменяют власть. И опять КГБ останется у власти. Вот просто к чему они подводят. Вот самая главная ситуация. Демократическая Россия первый день, первый очень опасна США, иначе Евросоюз проглотит Россию и была бы Россия одной из стран Европы. Возможно. Ну, смотрите, знаете, здесь никому не нужна демократия. Вот носители демократии нам все рассказывали, что вот они везде демократию распространяют, там свободу, права человека. Вот посмотрите, что планировалось сделать в Иране просто. В Иране планировалось поставить бывшего царя или короля, кто у них там был, монарха, шаха какого-то поставить, которого один раз прогнали, решили не демократию установить, не нести им свободу, а посадить им царька. А почему царька? Почему царька? Потому что одним человеком управлять легко. А если там будет демократия, если там будет парламент, там будут люди сами выбирать там себе парламент, или их много будет, их будет трудно управлять им. Поэтому нужна одна власть. То есть демократическая страна, самая главная демократическая страна, говорит нам о том, что мы должны устанавливать там монархию. Понимаете? Вот к чему мы пришли. Все, уже демократия это ширма. Понимаете? Да, для себя внутри демократия еще существует, это еще пока. Неизвестно, что потом будет. А другим уже мы не несем демократию. Хотя раньше рассказывали, что несут демократию. Потом, говорят, Афганистан пошли, 20 лет там ковырялись, 20 лет, и потом ушли оттуда. Потому что там демократию нельзя построить, они такие дикие. Так если там строить демократию, как в Иране собираются строить, то, конечно, ты не построишь ее. Ты просто не собираешься там строить ничего. Другие цели преследуются. Понимаете? И это уже все очевидно. Раньше можно было где-то как-то прикрывать там это все. И причем в Америке люди очень недовольны этим. Очень недовольны. И будем надеяться, что Америка все-таки вернется на свои те рельсы, на которых она раньше стояла. Где она была лидером, где она была авторитетом, где у нее было уважение. А силой или убийствами, или запугиванием авторитет не завоевывается. Завоевывается принципами, справедливостью, честностью. А мы видим тут просто тотально, просто я не знаю, к чему этот мир пришел, но к ужасу он пришел. Может, он такой был, может, я просто этого не понимал. Так, в Польше залетают ракеты, в Румынию дроны уже, в Болгарии залетает, Запад молчит, НАТО молчит. Это Запад за себя не может постоять. Ну, ночи, Машу, ночью. Да, абсолютно с тобой согласен, но Запад не молчит. Как ты видишь, их немножко поприжали. И здесь много разных игроков. Просто есть очень мощные и сильные игроки. Это постоянные члены Совета Безопасности ООН. А есть и страны, которые, ну, например, Польша, которая знает, что такое, не понаслышке, что такое Россия, Советский Союз, и что их может ждать. И они реально готовятся. Аслан, ты точно подметил насчет Ирана. Так то же самое они недавно сделали. А да, вот то же самое Сирия. Ну, посмотрите, нам рассказывали, что Аль-Каида это какое-то страшное зло, какое-то 11 сентября они сделали, они столько американцев убили, такое страшное зло. А сейчас берут какого-то этого террориста, который работал на Асад, это BBC на русском языке, об этом они прямо целая там передача была, как рассказывали, что он работал на Мухабарат, или какая у них там спецслужба в Сирии. И он поехал в Ирак воевать против американцев. То есть по заданию Башара Асада он поехал в Ирак. Его сын, его брат родной, 15 лет, по-моему, гинекологом в Воронеже проработал. Его родной брат. У него жена русская, наверное, да, и он там прожил в Воронеже 15 лет. Он воевал там, потом попал в плен, и потом, видимо, поработали с ним. И вот изменился чувак, да, изменился, стал уже на эту сторону. И
И потом нам рассказывают, что вот на всю Сирию не нашлось демократических принципов. Вот нам рассказывали, что там нет никакой демократии, там какие-то исламисты, какие-то террористы. Хотя первыми туда выходили именно демократы, кого Башар Асад тогда расстреливал. Потому что в Сирии не нужна демократия. Если там будет демократия, эта страна начнет процветать. Демократия это от Бога идет, народовластие, она идет от Бога. И это народовластие не нужно, нужен диктатор, неважно, шах это будет, там, монарх будет, или какой-нибудь там религиозный там будет он правитель, единый такой диктатор. Но с одним договариваться легче, он как с Путиным, убивает всех, кто против, и решает вопрос напрямую. Но тогда это получается, Запад несет не демократию, получается, а несет диктатуру. У них там, да, Запад, но здесь у нас демократия получается, хотя Германия к этому никакого отношения не имеет. Демократия сама считает, что она хотела бы больше прав иметь на самом деле. Ведь с 1945 года уже 80 лет прошло, 81 год. Пора уже, наверное, и Германии быть свободной от разных там влияний и США, и Британии, и Советского Союза, который до сих пор очень сильно сказывается. Немцы очень талантливый, очень мощный с историей народ. Почему немцы не могут жить так, как им нужно жить, как они хотели бы жить? Да, я, конечно, не за то, чтобы здесь газовые камеры были, категорически, потому что я буду первый, кого туда затолкнут. Но вот мы видим пример. Так. Да, мир вообще странная штука. Активисты всякие выступают против Израиля за то, что они воюют в секторе Газа. Мусульмане России не любят за это Израиль, но молчали, когда Россия убивала мусульман в Сирии и так далее, и так далее. Да, Иван, фамилия, абсолютно точно. Не только мусульмане молчали, но мусульмане в Сирии не молчали. Очень много добровольцев туда поехало, очень сильно поддерживали Сирию и так далее, пока просто не превратили это в какой-то ад. Когда ИГИЛ туда заслали, это тоже российские спецслужбы, и я думаю, это не только одни российские спецслужбы делали. И там превратили просто в ад, бардак просто, и все были дезориентированы. ИГИЛ это самая антимусульманская организация всех времен и народов. ИГИЛ 95% убивает, ИГИЛ мусульман. Вред наносит именно мусульман, не говоря уже о репутационный вред, который они наносят. Просто это организация по дискредитации мусульман. Была вот такая ситуация. Но когда был геноцид чеченского народа, все, и христиане, и мусульмане, и буддисты, и иудеи, и все на этой земле в очередь выстроились у Путину, чтобы с ним нефть, газ у него там взять подешевле, там еще что-то и еще что-то. Понимаете? Поэтому мы хорошо знаем, мы чеченцы уже просто все это увидели своими глазами. И будем доносить до людей информацию, чтобы люди тоже понимали это. Хватит уже играть в эти игры. Пусть без нас делают свои дела. Великая Турция боится признать Ичкерию. Великая Турция, наверное, да? Великая Турция боится признать Ичкерию. Молчит. Зато Эрдоган больше большие речи кидает. Да, конечно, это все всего лишь слова. Мы это уже должны уже наконец понять. Там нам рассказывают какой-то там Эрдоган, суперзащитник там всех мусульман там и так далее. И так далее. Это чушь собачья. Идет игра, геополитическая игра. Никогда Турция борется с курдами. Ей очень важно, чтобы додавить курдов, чтобы курды не подняли голову. Потому что у курдов слишком большие счета, претензий к Турции за много-много десятилетий преследований, войн и так далее. Поэтому то, что они говорят и делают, игры, короче, большие игры. Большие игры. Роман Спирит, а где грузинский флаг ночи? Роман, вы что, сговорились заставить меня повесить грузинский флаг? Я просто
после прошлого стрима залез в свой флаговый архив, искал и вспомнил, что я отдал одному чеченцу этот грузинский флаг, он мне его не вернул. И мне нужно будет его заново заказывать. ИГИЛ — это детище дьявола. Да, эти игилцы убили немало чеченцев, которые воевали за свободу Сирии. Да, абсолютно верно. Да, и сирийцев, и чеченцев, и американцев, кого только убивали. Они за все это время только русских не убивали. Вот россиян, которые там находятся, вот на них они не нападали. А на остальных всех нападали. На них нападали. Так, друзья, мы 1,5 часа в эфире. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Я не обещаю, что завтра выйду в эфир, но постараюсь в субботу вместе с Аядом точно выйти в эфир. И на этом наш стрим сегодня же заканчивается. Не дайте себя обмануть, люди. Будьте умнее. Уже нам пора хотя бы сейчас стать умнее и не дать себя обманывать. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Да, Мула. Адикюэль Маш, всего хорошего.